На недавней встрече с президентом Абхазии в Гале налоговая служба докладывала о выполнении плана за первое полугодие 2023 года. Давайте снова пройдемся по основным показателям. Каковы итоги работы налоговой службы за первые 6 месяцев 2023 года? Ну, по итогам первого полугодия 2023 года общий объем поступления в бюджет составил 32 миллиона 207 тысяч рублей. При плане 22 миллиона 453 тысячи рублей. В суммарном выражении перевыполнение составило 9 миллионов 754 тысячи рублей. Процент выполнения составила 143%. Динамика рост 140%. Ну, по видам налога на прибыль при плане 2 миллиона 32 тысячи рублей выполнено 2 миллиона 480 тысяч рублей. Перевыполнение составило 448 тысяч рублей. Процент выполнения 122, динамика рост 108. Подоходный налог при плане 13 миллионов 50 тысяч, выполнение 21 миллионов 387 тысяч рублей. Перевыполнение составило 8 миллионов 336 тысяч рублей. Процент выполнения составило 164%, динамика рост 168. Налог на добавленной стоимости при плане 1 630 тысяч рублей выполнено 1 731. Перевыполнение составило 100 тысяч, процент выполнения составило 106, динамика рост 93. Вот. Земельный налог при плане 2 миллиона 798 тысяч рублей выполнено 3 миллиона 370 тысяч рублей. Перевыполнение составило 571 тысяч рублей. Процент выполнения 120%, динамика рост 111%. Налог на имущество при плане 45 тысяч, выполнено 65 тысяч. Перевыполнение 20 тысяч составило, процент выполнения 146, а динамика рост 118. Спецналог при плане 1 700 тысяч рублей выполнено 1 939 тысяч рублей. Перевыполнение составило 239 тысяч рублей. Процент выполнения составил 114, динамика рост 109%. Патент при плане 1 105 выполнено 1 107. Процент выполнения 100%, динамика рост 101%. Каковы результаты налоговых проверок за полугодие 2023 года? Какие результаты работы инспекции можно отметить в работе с физическими лицами? И какая разница по собираемости с юрлицами? В Каширской МНС физические лица на учете состоят 515 человек, 86 юридических лиц. Но из 86 юридических лиц 47 бюджетные организации, 9 общественные, 30 хозяйствующие. Проведены 4 документальные проверки, 1 тематическая проверка, которой начислены санкции в виде штрафа в сумме 32 757 рублей. Выставлены на инкассовые поручения на сумму 165 779 рублей. 2 организациям приостановлены операции по расчетным счетам за несвоевременное представление отчета. А из физических лиц 515 физических лиц 203 являются плательщиками спецналога, 170 патент. Система налогообложения 142 – это общий режим налогообложения за первое полугодие. У нас в районе 18 сел. Как в них обстоят дела со сбором налоговых платежей? И какая ситуация в самом городе? Есть ли какая-нибудь разница, динамика, рост? Селы у нас большинство, что они земельный налог платят, они ежемесячно, ежеквартально за первое полугодие свой план выполняют каждое село. Все села. А остальные вот в городе у нас чуть-чуть отставание идет по земельному налогу, по приусадебному. Отставание идет, но они потихоньку перекрывают. Я думаю, что в конце года они выровняют ситуацию.
В случае, если в селах есть властные неплательщики, помогает ли налоговая служба главным администрациям сел собирать налоги? Если они обращаются к нам, мы обязательно помогаем. Какое село, где им помощь нужен, мы всегда помогаем. И эта практика у нас происходит. А когда не обращаются, Сколько сегодня человек работает в вашем отделе? в нашем налоговой инспекции 11 человек вместе со мной. А кто к вам приходит на работу? И вообще много ли желающих работать в налоговой службе? И есть желающие, но у нас без экономического образования не попадают к нам. Должны заканчивать на территории Абхазии вуз и высший диплом. Какими основными качествами, на ваш взгляд, должен работать сотрудник налоговой службы? Самое главное – обращение к предпринимателю. Как он обращение, с уважением, вот это самое главное в нашей работе. Какие новые формы обслуживания клиентов предполагает сегодня ваша налоговая служба для комфортного обслуживания клиентов? Вообще новые формы обслуживания есть что-нибудь? Нововведения какие-нибудь? Ну, это планируется, это по Абхазии вообще, вот, онлайн, форма, ну, по форме онлайн, чтобы люди работали, чтобы каждый день сюда не приходили, чтобы могли они дистанционно, да. Какие главные направления налоговой службы? Главное направление – своевременное начисление и своевременный контроль за своевременной уплатой налога, все виды налогов. И в завершении нашей беседы вот последний вопрос. Все ли поставленные задачи в 2022 году вам удалось осуществить? И были ли какие-либо перенесены в 2023 год? И что из этого было сделано? Ну, у нас то, что были задачи, но есть у нас один единственный, переходящий на 23-й, который вот эти недоимки. Это что имеется в виду? Это те, которые торгуют, вот за декабрь месяц перешло на январь месяц, но они уже почти закончены.